Здравствуйте, дорогие друзья! И я снова в аэропорту города Якутска, и именно с этого места у нас начинается новое путешествие. Куда я лечу, скоро мы обязательно узнаем. А сейчас пока смотрите сюжет. Кстати, только что объявили мою посадку, поэтому отправляемся. Итак, друзья, вот я долетел в аэропорт назначения. Это село Усть-Куйга. Самолет наш летел 2,5 часа, но так как здесь разница во времени, час, я прилетел сюда в 11:30, а вылетел в 8, соответственно. Ну, погода здесь относительно не очень холодная, всего лишь минус 9 градусов сообщили сейчас там в самолете. Посмотрите, вот люди сейчас сзади меня ожидают свой багаж. Сейчас мы, собственно, получаем багаж, и вот такой автомобиль меня ждет. Это российский УАЗ. Люди ожидают свой багаж также. Так, ну само здание аэропорта вот такое. Я думаю, когда будем улетать, я покажу вам его более подробно. Ну вот, друзья, все уже уехали, остались только мы. Сейчас наш водитель увязывает наши вещи, и мы выдвигаемся. Так, вот Николай Егорович, собственно, меня встречает. Вот, к нему я, собственно, и приехал. Вот, сейчас мы идем к нему домой. Только что подъехали. Здесь вот такая хорошая погода сегодня. Отличная. Снегоходы, смотрю, у него уже готовы. Прям все наготове. Итак, друзья, вот сейчас Николай немножко даст нам информацию, куда, как, во сколько поедем, с кем. На 2 снегоходах поедем в воскресенье утром. Завтра Слава будет снимать деревню. В воскресенье с утра стартанем. Какое расстояние примерно вот отсюда до места рыбалки? Первое озеро 75 километров Казачьего. А потом еще дальше. Самое дальнее озеро где-то 120 километров. И в этих озерах, получается, обитает уже голец, да? Арктический голец. Арктический голец во всех. Мелкий есть, большой есть. Будем смотреть. Крупный голец вот до каких размеров достигает? До 10 килограмм достигает. Ух ты, ничего себе. Классно. Я ловил до 10, да. Вот, друзья, так что нас ждет хороший трофей, если получится. Если получится. Да. Ну, постараемся поймать, постараемся для вас показать, сделать хороший сюжет. Вот. Ну и по традиции, конечно, я Николаю привез небольшой сувенир. Ну, там еще подарки есть, но их включим как бы потом, уже на месте. Пусть это будет приятным сюрпризом. Так, но сейчас я ему хочу вручить обязательно вот такой вот календарь. Сейчас. У тебя нету, да, такого? Календарь. Плохотка, да? Вот. Вот я ежегодно изготавливаю такие календари. И вот один я хочу тебе вручить, а один я хочу, чтобы ты вручил. У вас есть глава поселка? Есть, ага. Я хочу, чтобы ты вручил главе поселка один мне. Сегодня заеду. Такой вот спасибо. Вот, 2022 год. Здесь вот рыбы Якутии. Ну и, собственно, календарь. Где у нас арктический голец? Да, вот арктический голец. Вот он. Такой, да? Такого поедем ловить, получается? Ага, такого. Ух ты, круто. Итак, друзья, Николай занимается профессионально представлением туристических услуг. И вот объект его ловли — это таймень. Посмотрите, здесь на стене у него висит таймень.
Вот такой вот таймень, Николай. Расскажи, пожалуйста, немножко историю про эту голову. Этого тайменя взяли на реке Чондон. Травмы несовместимые с жизнью были. Мы обычно отпускаем. Ну, и я засушил. Глаза сам сделал из оргстекла. Внутри пластилин. Сколько килограммов потянул Где-то таймень? 22-23 килограмма было. То есть вы взвешиваете, да, их получается? Да. Если весы есть. Ну это, получается, была трофейная рыбалка, да, я так полагаю, у вас? Да, да. И там попался, да? То есть ты поймал сам или кто-то из... Да, это я пойму. Классно, классно, друзья. Обычно туристы первые идут, Угу. а потом после них мы идем. Ну. То есть вы даете возможность им Да, да. поймать. Первым взять. Ага. Но получается, говорят, счастье без глаз. Угу. Я почти последним был. Взял. Угу. Отличный трофей. Ну, поздравляю. Ага, спасибо. Вот такой вот таймень. Друзья, если кому интересно, Николай проводит туры. Ну, это осеннее время, да, я так полагаю. Это июль-август. Июль-август. Ну Начало и... сентября. Да, и сейчас, наверное, вот если по Гольцу удачно съездим, то ты как весенние туры рассматриваешь, нет? На Гольца или... Конечно. Ага, хорошо. Друзья, контакты Николая есть на сайте клевая-рыбалка.рф, раздел туризм. Сейчас сайт будет переработан немножко, там сейчас карта, но потом это все как бы переделаем дизайн, будет все в таблицах, с картинками, все, в общем, будет круто, заходите, смотрите. Звоните Николаю, договаривайтесь, приезжайте к нам в Якутию, будет круто. Приезжайте. Рыбалку с рыбой. Вот Николай тут делает салат, индирка называется, из чира, да? Вчера, Какая красота. Вот, друзья, я 8 часов был в городе Якутске, и получается в 3 часа я уже у Николая, в 2 по якутскому. За 2000 с чем-то километров. Да, за 2000 километров. Вот. Сижу, уже пью чай. Так что имейте в виду, друзья, что довольно быстро сюда можно добраться. Вот. Друзья, просто изумительно. Николая рука набита. Соли прям, из перца, все прям в достатке. Сама рыба просто тает во рту. Каждый день кушаешь, да, индигирку? Когда захочу. Это чир, друзья. Вот. Казачка раньше, казачка здесь была. Потом сюда постепенно Переместились. переместили. Да. Раньше здесь церковь была. Да. Часовня, да? До советское время. Церковь? Прям церковь. Да, да. Ничего себе. То есть там сейчас до сих пор живут люди, я смотрю, на той Да, стороне. Он как микрорайон, да, считается, или? Да, старая казачья. Понял. Так, ну что тут, добро пожаловать. Год основания 1636 от Рождества Христова. Вот, посмотрите, это эмблема. Друзья, но лучше всего, конечно, думаю, нам поведают историю края в краеведческом музее. В принципе, куда завтра я и должен пойти. Поэтому сейчас мы поедем домой, подбросим мира и займемся уже какими-то своими делами. Все, что не будет входить в основной канал, друзья, смотрите на втором моем канале Клевая Рыбалка Лайв. Туда я буду выкладывать быт и тому подобное. Всякие экскурсии. Вот так вот. Так, друзья, вот подъехали к Василию. Здесь у нас Гаврил. И сейчас погрузили 2 сани. Вот так вот увязали все. 2 снегохода. Нас 4. И выезжаем на рыбалку. Кто из вас рыбачил на подлетке? Я один раз.
На Да? щуку рыбачил. На щуку, ух ты. Ну Я все. один раз щуку поймал. А на гольца не рыбачили, да? Опа, не рыбачил. Щуки, на удочке. Ну все, значит, первый раз все едем. Да, Отлично. Все едем первый раз, короче. Первый раз, да. Ну. Все на Николая надежды. Давай, Николай. Показывай, обучай нас. Нет, почему? Ты- Мы три туриста, вот. Ну. Три туриста. У тебя, наверное, опыт побольше, чем у меня. Не, на гольца у тебя самый большой опыт. Смотрим, как пойдет. Ну, вот. Николай хочет заниматься туризмом, вот. Вот вам 3 туриста стоят. Вот, значит, практикуешься. Все. Итак, друзья, сейчас мы поедем. Я поеду на снегоходе, ребята пока в санях, но потом там пересядем, конечно же, когда уже будем лес, ну, как бы дрова пилить. Потому что здесь основная сложность заключается в том, что в тундре нет дров, а нам придется жить 5 дней, и поэтому будем заготавливать дрова, в общем, все как обычно. Я все покажу. Друзья, 2 часа ночи мы приехали, ставимся первые палатки уже, бурим лунки, вон там вон наша лунка. Заметьте, 2 часа ночи в тундре выглядят вот так. Сегодня у нас 30 апреля, то есть уже 1 мая. Поздравляю всех с праздниками, с праздником весны и труда. Мир, труд, май. Посмотрите, ребята, 2 часа ночи бурят лед. Обратите внимание на бур. Нормальный такой сиротский бур. Друзья, смотрите, гольца вытащил Николай только что. Я не успел заснять, ребят. Вот это да, красавчик, красавчик. Но это небольшой, да, считается? Да, маленький. Маленький. Так а может его поставим на этот? Можно? А? А его съест? Сала, а? Его возьмет? Такой был на большом гольце. Вот такой гольц. Обалдеть. Слушай, ну давай пусть пока лежит. Куда положим-то? На улице что ли? Много там пока. Блин, вот тракиренко впереди. Сейчас ребята зайдут смотреть. Покажем им. Ну что, поздравляю тебя с почином. Покажи, на что взял. Расскажи про свою снасть маленько. Так, сейчас расскажу. Я заказал с Алиэкспресса. Ну, в Ютубе увидел. Говорили, что должен мигающий должен быть. Вот заказал с Алиэкспресса. В воде он мигает красным цветом. Угу, вижу. Так, поводок. Потом Обычная летняя вертушка. тройка Ага. и сало. От арктический голец. Арктический голец. Улахана кылба. Вот так он выглядит. Так, Николай тащит опять. Опять тащит. Ну как, Николай, здоровый, нет? Такой же. Такой же, да? Ты смотри-ка, как у него идет, а? О, это уже покрупнее, слушай. Вот это да, слушай. Круто, 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 круто. Ну давай, держи его. Поздравляю, слушай. Спасибо. Вообще круто. На сало берет, да? Сало, а? Вот это да, слушай. Вообще заглотил, как? Вообще заглотил, ага. Ага. Холод вещи ведь, а? Вообще круто, слушай. Работает это. Этот глазик-то работает, да, Работает. смотри-ка. Во, вот Смотри, это да, голец. кто-то укусил. Да, кто-то его цапнул. Еще причем вот здесь в этом месте тоже цапнул. Ага. Выше-то.
Давай туда кидаем, наверное, да, сразу за окно. Нейтральный свет такой более. Так, вот сейчас Николай мне одолжил блесенку такую. Вот будем проверять, тестить ее. Нас заинтересовало сразу, насколько у нее хватит батарейку. Да? Да. Вот, это будем мы все испытывать, друзья. И потом, если что, я у Николая возьму ссылочку. Если кому интересно будет, ссылку оставлю в описании. Вот. А сейчас Николай опускает свою удочку. Кстати, удочку зацени. Покажи удочку-то тоже. Вот. Удочка вот такая вот. Тест сколько там? Тест какой? Ты 25 килограммов. 25 килограммов? Или 250 килограммов? Так, вот. Сейчас мы потихоньку продолжим рыбачить. Друзья, сейчас время у нас... Короче, сейчас 4 утра. Мы вот как приехали, поставили палатку, пробурились и сразу сели рыбачить. И сейчас пока вот сидим, рыбачим. Я сейчас пока пользуюсь моментом. Николаю привез. Я знаю, что он делает ножи. И от одного мастера, тоже ножедела, я привез ему нож. Вот. Также он охотник, поэтому вот для снятия шкур держи паспорт. Да, и сам нож, вот он. Шкуру, шкуру будешь снимать. Шкура лося, это олень. Ну, вообще, я вот, насколько я спрашивал у охотников, сказали, что вот такая форма для шкуры нормальная вообще идет. Попробуем. Попробуешь, ага. Потом, если что, потом сообщишь, как она. Спасибо большое. Да, не за что. Пользуйся. Друзья, ну вы все знаете, данные ножи есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Ссылка также будет в описании под роликом. А мы продолжаем рыбалку. Оставайтесь, только начинается. Самое интересное еще впереди. Вот, друзья, я ему здесь вот эту гравировочку попросил. Вот такую вот. Вот, ну на память, чтобы осталось. Вот. От Вячеслава Бродникова. Клевая рыбалка. Да. Итак, дорогие друзья, вот и наступило утро в тундре. То есть сейчас 10 часов утра. Вот так это выглядит. Солнце уже вот здесь. Мы с Николаем просидели всю ночь, не спали, рыбачили всю дорогу. Подъехали наших соседей, рыбаки. Ребята, как вчера, вырубились. Вот до сих пор спят. Сейчас часов 10 уже. Они все спят. В общем, молодцы. В здоровом теле здоровый сон. Мы сейчас подумали, может быть, сходить, проверить, где помельче, вот туда. Потому что ребята-то вот эти пойдут туда, на мель. Так, проснулись ребята. Надо бы поздравить их с 1 мая. И вас, друзья, я также поздравляю с прошедшим 1 мая. Мир, труд, май. Всем здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Ну и, конечно же, успехов в труде, друзья. Всем нам. Покулеп калата в лину отта. А? Блесна. Есть.
Мадда? Поклевка ланула, тора. О, бля. Мадда? Ага. Это камера? Кубон тур камера. Камера. Камера устатура. Матом устатур. Так, Есть, да? есть. Ну, маленький, махонький. Махонький кто-то идет, совсем махонький. Даже, по-моему, жерличный. Пойдет на жерлицу. Совсем малюхонький. О, на жерлицу пойдет, да? Пойдет, конечно. Вот этот как раз такой жерличный же, да? Тогда я сейчас на твоей лунке поставлю его. Ага. Поздравляю с первым Спасибо. гольцом на севере. Спасибо. Друзья, вот смотрите, первого поймал наконец-то. Сейчас сколько время уже? 11, 12, так, наверное. 12 часов мой первый голец такой, небольшой такой прям. Ну, думаю, придется им пожертвовать, на жерлицу поставить. Вот такой вот. Взял на латунь. Взял на такую вот, да, на вот такую блесенку, схватил сало, взял. А ну не видели, да? Ну вот, дорогие друзья, наконец-то я взял своего первого гольца здесь, на Устьянской земле, в тундре. Такая сегодня чудесная погода, ветерок просто, небольшой ветерочек, солнце. Я сидел всю ночь, ждал упорно, чтобы взять этого гольца. Вот, сейчас я тут зарядил жерлицу. Этого гольца, которого поймал, сразу зарядил, поставил. И сейчас уже со спокойной душой могу лечь спать. Просто сейчас уже день как бы. Хотелось бы часа 2 вздремнуть. Ребята, конечно, поспали, которые Василий, Гаврил в палатке, в той соседней. Они проснулись, чтобы порыбачить. Николай с ними поехал, ну а я, собственно, то ли от лени, то ли от опыта своего, в общем, остался. Я сказал ребятам, чтобы съездили, проверили там около, ну, где мель они хотят поискать рыбу. Ну и пускай едут, ищут, если найдут рыбу, немножко отоспимся, проснемся и сразу туда, в общем. Вот, сейчас, наверное, еще маленько посижу, да. Все-таки, наверное, выключусь, наверное, потому что вот все равно силы уходят, поэтому надо маленько поспать. Спать нужно, друзья. Вот здесь вот мясо поставил Николай. Ну, сейчас дров маленько подкину, одну дровишку, чтобы просто шаяло. Вот. Так, друзья, вот я проснулся. Не знаю, сколько там времени. Как вид-то где? Так, дорогие друзья, поспал где-то часа 4. Ну, в принципе, как и планировал. Сейчас вот ребята, соседи, оказывается, уже уехали. Что еще? Ну, решили доготовить наш обед. Николай с ребятами съездил, проверили там-сям. В общем, пока рыбы нету. Но поклевки были. Поклевки были, а у ребят поймали 5, по-моему, да? Или 4? Ага, 5. 5 гольцов. Ну, по всей видимости, я так думаю, небольших, да? Ну, вот, небольшие гольцы. Сейчас, значит, доготовим праздничный наш обед. Сегодня 1 мая, так что напоминаю. Вот. И у меня сейчас только что вот произошла поклевка, собственно. Вот.
И опять, конечно же, на сало. Сало поклевало. Ну, будем посмотреть. До вечера недолго осталось. Сейчас вот 5 часов вечера. Солнце в зените. Ребята говорят, у них крупные клевали вчера в 6. Вот я спросил специально у главы села Казачьего. Он, оказывается, тоже оказался рыбаком. Вот. И сейчас надеюсь, что через час начнется уже какие-то вечерние передвижения рыбы. И клев уже у нас начнет активизироваться. Так вот. Дорогие друзья, 5 часов дня в тундре выглядит вот так. Посмотрите, очень яркое солнце, просто очень теплый день такой. Обалдеть, такой теплый ветерок. Но, друзья, имейте в виду, что тундра, погода в тундре очень изменчива, очень коварна, поэтому ветер может измениться в любой момент. Всегда имейте это в виду. Смотрите прогноз погоды. Собственно, мы с ребятами тоже посмотрели прогноз погоды перед тем, как сюда приехать. И все вроде как по плану. То есть мы примерно знаем, какие у нас ждут дни в эти дни. Итак, дорогие друзья, пришли в гости к ребятам. С праздником, ребята! С 1 мая! Так, что у них тут имеется? Ух ты, ничего себе, как вы сделали, да? У вас тут прям... Я нашел этого. Ага. Это вот балансир, да, так называемый? Рыбка. Соседи попросил там. А, одолжил, да? Нет, дали. Дали Да, у даже. нас было здесь озеро на озере. Вода. Вчера, да, у ребят, Да, смотрите. Сегодня сделали канализацию туда. А, У вон нас как вы придумали, теперь да? Сухо. Сухо и комфортно. Да, посмотрите, друзья, как вот находчиво придумали ребята. Какой этот. И там луночку пробили. Ага, слушайте, вообще оригинально придумано, да. Да, идет. Вот посмотрите, друзья, как придумано. Круто. Я бы, друзья, еще здесь вот просверлил бы, почти не досверлил бы это лунку, чтобы глубокая была вода туда прям щу. Вообще круто было бы. Друзья, вот Василий готовит суп. Суп по северному, так скажем, да? Конечно. Посмотрите, здесь вот в основном ингредиенты такого супа это мясо. Основной ингредиент. Мясо кусками. Ага, мясо рубленное кусками. И как можно больше, да, должно быть мяса. Чем... Вот, посмотрите, какой Наш праздничный обед будет. даже, но вот праздничный. О, сейчас от мяса наедимся. Ну что, праздничный обед наш готов. Сейчас нарежем хлеба. Все по-простому, без особых изысков. Но, в свою очередь, все самобытно, вкусно и полезно, главное. Вот, друзья. Так что с праздником всех. Еще раз. Когда вы будете смотреть этот сюжет, праздник, конечно, уже закончится. Но мы поздравляли, в общем. Если что. Приятного аппетита, ребята. Спасибо. Мгм. Так, друзья, собрались на поиски гольцов. В общем, сейчас хотим поехать туда, где сидели ребята, на готовые луночки. Мужики уже уехали, вон те, которые там были, соседи наши. Вот. На одном снегоходе сейчас поедем. Красота!